Поправки к закону о церквях признаны конституционными. Что это конкретно означает для эстонской православной христианской церкви на практике? Каким она видит свое будущее? Об этом и не только мы поговорим сегодня в студии. У нас в прямом эфире викарий Таллинской епархии Эстонской православной христианской церкви епископ Даниил Леписк. Здравствуйте. Добрый день. Итак, закон провозглашен. Что это будет конкретно означать на практике для вашей церкви? Поскольку, да, это такая очень свежая сейчас информация и тема, вот именно в таком виде, как приняли закон, все-таки тоже надо обратить внимание, что очень подробным разъяснением со стороны Государственного суда. Вот если это рассмотреть так, если это рассмотреть так, если это рассмотреть так, тогда это не противоречит. Так что такая, хотя долго об этом говорили, но вот сейчас действительно что и как это будет влиять на нашу жизнь конкретно, об этом мы сейчас сами полного представления еще не имеем. То есть для вас осталось много вопросов после решения Госсуда? Да, поскольку как мы себя ведем сейчас и вели, и до сих пор ведем, и наши старания, мы живем по своему уставу, мы живем по законам Эстонской Республики. То есть мы всегда старались быть законопослушными и не делать каких-то таких вещей, которые были бы против закона. И сейчас такое же желание у нас есть, и есть ли какие-нибудь такие конкретные претензии к нам, мы сейчас все-таки не видим такого, что это прямо обязывало нас делать какой-то такой разворот на месте и идти в другую сторону. Сейчас вот такая неясность, она пока есть, и с адвокатами тоже общались, и они тоже смотрят сейчас все эти и закон, и особое мнение, и мнение Госсуда, и стараются некую такое для нас тоже разъяснение, вот как именно во свете. Я так понимаю, что в дальнейшем вы не исключаете обращение в Европейский суд по правам человека. То есть это как некий такой вариант, он, конечно, да, присутствует, но мы сейчас не уверены, что есть ли здесь вот тема такая, что вот именно надо. А чисто теоретически это чем-то может вам помочь, обращение в Европу? Но если мы все-таки говорим, здесь вот основная тема – это свобода вероисповедания. И если эта свобода все-таки, как она толкуется все-таки в многих таких делах Европейского суда по правам человека, то есть и церковная структура тоже рассматривается как часть вот этой свободы. То есть церковная структура, она же не меняется, тем более православной церкви, так что вот какие-то такие каждые несколько лет была бы такая полностью переструктурация. И поэтому какие-то такие моменты, которые, если будут коснуться очень конкретно вот церковной структуры и необходимости что-то там переделать или какие-то такие вот изменения, тогда все-таки, скорее всего, это подпадает под вопрос, что есть свобода вероисповедания или нет. Вот то есть вы имеете в виду давление на свободу вероисповедания? Но если это касается, да, именно вот некоторых таких структурного построения церкви, и здесь очень такие жесткие, когда вот требования, что сюда можно принадлежать, сюда нельзя, и тем более, что если это в светском государстве, когда нет государственной церкви, то есть это такая тема. Но вот это некая такая одна тема на стороне, и на сегодня, вот почему и мы выразили очень так осторожно, что не исключаем, но не говорим, что вот мы сегодня видим какую-то такую прямую необходимость. Осуществимо ли право на разрыв с Московским патриархатом, на котором настаивает государство и закон? Но в таком виде, как министр где-то сказал, что вот прямо должны освободиться от церковных лидеров, оправдывающих войну. Цитирую министра Тару. Вот, некое такое очень... то есть здесь опять такая общая практика для церкви. Мы всегда видим
ни одного человека. Ну, как известная такая цитата, что государство – это я, или в нашем случае бы сказать, что церковь – это я. То есть это не такой принцип, который мы в церкви придерживались бы. И ни одного человека мы не рассматриваем, что этот человек и есть церковь. То есть, отделяясь от церкви, мы все-таки делаем намного больший шаг, чем мы не согласны, например, с мнением конкретного человека. И поэтому сейчас отделяться. А что значит отделяться? То есть это, во-первых, как часто подчеркивается, чтобы не было таких враждебных высказываний, влияний на нашу эстонскую жизнь. То есть да, под этим мы однозначно подписываемся, да, что мы с этим согласны, и мы со стороны своей церкви, когда этот конфликт начался, война началась России и Украина, то есть мы, церковь, синод, делали свои заявления. Когда появились здесь беженцы, митрополит обратился ко всем приходам, что стараемся делать все, что в наших силах, чем мы можем помочь. Очень многие люди из этих беженцев оказались в наших приходах, до сих пор ходят к нам. Мы уже видим их буквально как наших прихожан. То есть мы говорили словами, мы своими действиями показывали, что для нас это такая норма, которую мы исследуем. И поэтому здесь... Да, мы согласны, что мы не хотим быть никакого такого враждебного и разделяющего влияния здесь среди тех людей, которые в Эстонии находятся, поскольку наши приходы, наши священники, они служат здесь, служат этому церковному народу. И вот это наша такая забота. Тогда готова ли церковь все-таки разорвать связь с Москвой, на которой настаивает государство и закон? И вообще, насколько полной будет эта развязка? А здесь как раз уже начинаются такие вопросы, которые невозможно решать на уровне каких-то таких эмоций. И если говорить о какой-то процедуре, есть некая процедура, действительно, что церковные такие юрисдикции иногда не менялись. Но эта процедура, она должна быть тоже начинаться, скажем, от свободы. То есть свобода, и в нашем случае мы 2 года назад, в 2024 году, мы задавали приходам эти вопросы. Как вы видите будущее? И как раз это такая была острая тема в связи с заявлением Русского народного собора. И наша церковь, наш синод дал свою позицию по поводу этого документа. Мы сказали, что для нас этот документ все-таки, во-первых, не является никаким образом обязательным, во-вторых, мы не согласны той трактовкой, которая там приведена, и мы считаем, что мы служим все-таки эстонскому народу на территории Эстонии. И вот это такая некая основа была, что по приходам тоже спрашивали, что как приходы видят возможно какие-нибудь развития. Разошлись мнения? И развития были, что все видели себя продолжение своей деятельности в рамках нашей церкви. И в одном приходе там поставили очень много разных вопросов, в том числе один вопрос, что могла ли быть наша церковь автокефальной. И в одном приходе, по-моему, почти что половина, они так решали, что, в принципе, да, они видели бы возможность, чтобы наша церковь была даже автокефальной. То есть 50 на 50 мнения разделились. И это одного прихода. И в том же приходе, когда спрашивали, что могла бы церковь переходить здесь, в Эстонии, скажем, в структуру Эстонской апостольской церкви, православной церкви, тогда на это один человек ответил утвердительно. То есть, и эта свобода... Все-таки большинство за сохранение прежнего статуса. Да, как мы находимся. И это здесь именно такая тема, которая начинаю все-таки эту тему, что это свобода. То есть она была, свобода людей или их мнение было спрошено, ответ был получен, и это все-таки для нас сейчас является неким таким связующим решением большинства из наших приходов. Если уже о теории говорить, тогда теория, да, возможно, чтобы церковь собрала бы свой собор. Это собор бы решил, что мы стремимся, например, к автокефалии, полностью независимости, и обратился бы
после этого собора тогда вот церковь обратилась бы в Московский патриархат, который частью мы сегодня находимся, автономной частью. И тогда это уже собор поместного собора, вопрос поместного собора Русской Православной Церкви. То есть такая была бы процедура. Если эту процедуру нарушить, тогда то, что вот сегодня министр, скажем, предлагает, то есть церковным языком это называется вот призывать к тому, чтобы уйти в раскол. И в этом плане это, конечно, противоречит свободе совести. А возможно ли инициировать ту процедуру, непростую процедуру, которую вы описали, и по вашей оценке, возможно ли реальная независимость вашей церкви? Церковь, она очень маленькая. Она здесь все-таки, даже если мы рассматриваем вот эти две части, которые когда-то единой церкви здесь в Эстонии, эстонскую апостольскую и нашу церковь, даже чисто на уровне такой теории, тогда она очень действительно маленькая. И в этом отношении даже была такая тема разговора, например, когда у нас в Эстонии волости объединялись, чтобы не было такой волости, которая совсем маленькая, и там уже укрупнялись административные единицы. Какую-нибудь такую компетенцию найти уже вот этой очень маленькой части очень уже сложно. И поэтому здесь такая... Вы против дробления на мелкие структуры? Мне кажется, да. То есть для церкви в этом, скорее всего, какие-то такие, возможно, будущие опасности кроются, чем такое большое развитие. Но тогда у вас могут спросить, может ли церковь просто перейти под юрисдикцию, скажем, другого патриархата, например, Константинополя. И тогда это будет не мелкая структура, а вроде как тоже крупная. Или все-таки здесь рисков и опасностей больше? Да, это некая такая историческая все-таки связь должна быть. То есть даже, это вопрос идентичности, единой структуры. Очень странно бы, если мы сегодня попросились, например, польскую православную церковь, что почему бы и нет. Польская церковь автокефальная, и мы хотели бы там быть. То есть это было бы весьма странный такой шаг. Угу. И все же, как вы считаете, есть ли реальные механизмы у вашей церкви сейчас отстранить себя максимально от московского руководства? И какие-то вы будете предпринимать дополнительные шаги в свете последних решений? Или сейчас вы займете позицию ожидания? Поскольку, да, как уже было сказано, что этот закон все-таки многое осталось под таким знаком вопроса. И мы сейчас, наша жизнь, мы об этом уже и говорим, и неоднократно говорили, что все-таки мы являемся автономной структурой, которая свои решения принимает здесь, в Эстонии. То есть мы не имеем таких рычагов, через которых можно было бы действовать прямо так, что некое такое все духовенство, которое мы сегодня имеем, назначается на приходы все-таки решением нашего церковного центра. Не из Москвы они сюда назначаются. И приход, приходской совет, приходское собрание, местные люди, церковь, тогда уже все приходы собираются вместе, это церковный собор, это опять местная структура. Угу. То есть менять нынешний статус церкви вы не считаете нужным и возможным? Да, таких прямо конкретных шагов мы сегодня не видим возможности. Вы уже упомянули о неких опасениях и рисках, и тут, конечно же, встает вопрос об имуществе, который когда-то остро вышел на повестку дня еще в 90-е годы. Может ли сейчас эта тема обостриться? По имущество нам, как правило, не принадлежит. Имущество является государственным, большей частью, да, государственной собственностью, и за это имущество мы просто обязаны его держать в порядке. И есть отдельные такие уже, которые построены какие-то храмы, да, что-то и есть у приходов. А так, по большому счету, имущества у нас нет. И пока и действует все-таки юридическое лицо, которое может
владеть этим имуществом, поскольку это же много таких юридических вопросов, вот, тогда, пока есть юрлица, тогда с этим имуществом вопроса, по идее, не должно возникать. А что будет с Александро-Невским собором и Пюхтицким монастырем, если это в вашей компетенции комментировать? Про Пюхтицкий монастырь я не могу комментировать, поскольку они являются все-таки самостоятельной единицей. Вот, Александро-Невский собор, это опять история. История, конечно, не столь древняя, а немного более чем четверть века, в самом конце 90-х годов, когда здесь зарегистрировали Александро-Невский собор, когда вся церковь еще не была регистрирована. И поэтому был специальный представитель патриарха, и этот собор был зарегистрирован таким статусом, как представительство патриарха, и заодно и приход, понятно, зарегистрировали ставропигиальным приходом. Потом, когда церковь была зарегистрирована, тогда патриарх дал указ, что это уже теперь некое двойное подчинение или двойное назначение этого прихода. То есть это один из приходов эстонской церкви, и конкретно приход тогда кафедрального собора. И с другой стороны, вот это представительство осталось, но оно осталось, по сути, на бумаге, поскольку сегодня собор живет именно такой же, можно сказать, жизнью, как все прочие приходы. Там есть свой приходской совет, приходское собрание, и это именно все люди, которые служат в приходе, священники, это священники Эстонской православной церкви. Вот, и поэтому это наша такая полностью, как один из прочих приходов. И поэтому статусом и названием, да, имеются такие отличия, а так, по сути, это один из приходов эстонской церкви, который живет своей жизнью, и патриархом повседневной жизни никак вообще не руководствует. Угу. А если ваша церковь станет все-таки реально независимой и все будет приведено в соответствии с требованием, как это повлияет на структуру, финансирование, подготовку духовенства, в конце концов, на выборы митрополита? Митрополита мы выбрали на нашем опять церковном соборе представителями всего духовенства и представителями всех приходов. Выборы митрополита происходили в Эстонии, и это был наш выбор, это не было назначения. Финансами мы живем сегодня, своими собственными финансами. Мы не финансируемся со стороны, и мы не финансируем, скажем, какой-нибудь центральный аппарат Московского патриархата. То есть финансы у нас они были свои и остаются своими. Вот, по поводу учебных заведений, то есть это такой очень, как мы уже говорили, что когда церковная структура очень маленькая, мы знаем, что любую школу содержать – это очень большая нагрузка, финансовая нагрузка. Вот, в реальности, если у нас 36 приходов, и в реальности у нас может есть потребность в году иметь какого-нибудь 1, 2, 3 священнослужителей, вот, воспитывать в школе или дать образование 3 или 5 или 10 человек. То есть это очень большая нагрузка. И поэтому какие-то такие варианты, которые раньше были, да, многие учились в российских семинариях, кто-то учился, здесь некоторые люди тоже у нас сейчас в Вильнюсе есть курсы, кто-то в Париже, кто-то еще какие-нибудь варианты. Вот, то есть, это такие варианты тогда просто надо искать, поскольку на месте все-таки создавать такую полноценную школу или там семинарию или какой-нибудь института или университета. То есть нецелесообразно. Да. А что касается митрополита, правильно ли я понимаю, что этот вопрос до сих пор находится в суде? Идут разбирательства. То есть митрополит, да, это не продление ему вида на жительство, это было оспорено, и до сих пор по этому вопросу нет решения. Но митрополит перед тем, как покинуть Эстонию, он дал здесь от церкви 2 доверенности, они у меня и у владыки Сергия, и мы здесь представляем
нашу церковь вот именно в таких отношениях. Так что здесь митрополит сегодняшний день не имеет возможности с какими-нибудь такими дигитальными подписями, местными административными структурами, скажем так, общаться, и поэтому, то есть это представительство, оно здесь присутствует в отсутствии митрополита в лице двух архиереев. Каким вы видите будущее эстонского православия в ближайшие 5-10 лет, вот при том раскладе, который мы имеем на сегодняшний день? Ну, вы требуете от меня, чтобы я пустился в гадания, в прогнозы. Это очень сложно. Это очень сложно делать, действительно, поскольку сегодня такая некая стабильность, которая была, может, даже лет 20 назад во всех наших разных областях нашей жизни, этой стабильности сегодня очень, очень мало везде. И церковной жизни тоже, к сожалению, вот от этой такой стабильности не хватает. Мы все-таки всегда верующими людьми скажем, что все все-таки в руках Божьих, прежде всего. И Господь дает в разные времена, но тоже церковь проходила через разные такие очень местами спокойные времена, такие времена созидания, местами очень такие неспокойные времена, даже вот здесь за эти 200 лет, скажем, такие последние, когда в середине XIX века стали массово обращаться люди в православную церковь, какие гонения они проходили, или советские гонения. Но советское гонение, когда у церкви отнималось все имущество, и то есть такие вещи мы сегодня не говорим о советской власти, но какие-то такие подобные явления и сегодняшней жизни имеем в своей собственной жизни. Так что все-таки здесь это, наверное, такой момент, когда мы не можем представлять, как это могло бы выглядеть, и все-таки некой такой, некой верой, что все в руках Божьих, и Господь нас ведет разными, так сказать, путями, и более благополучными, более радостными, и менее благополучными, и исполненными скорбями. Вот. И будем надеяться все-таки, что это такая верность церкви, верность Богу, и не озлобление, а наоборот все-таки вот такая любовь и к Богу, и ближнему, то есть вот чтобы эти такие чувства у нас были. И все-таки к чему вы готовитесь, несмотря на то, что нет сейчас четкого представления о будущем вашей церкви? Как я уже говорил, да, что сейчас постараемся и со стороны адвокатов иметь некое такое их видение, вот как это означает сейчас вот эта юридика, что окружает церковную жизнь. То есть это прежде всего. И возможно, да, что этот закон, но тоже здесь же много такого присутствует, что с одной стороны, когда этот процесс запустили, то есть он был запущен вот именно конкретно по нашей церкви, понимаем. Вот когда сейчас все-таки Госсуд собирался и дал свою позицию, тогда они сказали, что они рассматривают это как абстрактный закон, который может быть применен ко всем религиозным структурам. И сейчас, возможно, да, что все-таки может тогда из министерства, поскольку они в конечном итоге, если что-то не соответствует закону, им это предстоит обратиться тогда в суд. Вот какими-то такими предложениями возможно, что, как они, по-моему, министр даже где-то выразил, что вот, некая инициатива будет с их стороны. Вот, так что о том, дождемся. Чтобы инициировать дальнейшие судебные дела? Нет, не дальнейшее судебное, не инициировать, а обратить внимание, скажем так. То есть если мы сегодня все-таки не чувствуем, что этот закон очень конкретно требует от нас каких-то действий, тогда возможно, что со стороны министерства будет некое такое видение с их стороны. Правильно ли я понимаю, что у вас есть определенные опасения, что государство будет пытаться контролировать вашу церковь через определенные механизмы закона? Да, поскольку, как уже сказали, что инициирование этого нового закона, это было вот как бы на фоне именно нашей церкви.
И поэтому, ну, как и президент сказал, и неоднократно разные политики сказали, что сегодняшним ну, до принятия этого нового законодательства были все необходимые, так сказать, возможности повлиять на какие-нибудь нарушения закона. Вот. И для чего тогда предпринимался шаг вот, с этим новым законом? Ну вот, возможно, да, некая такая цель здесь присутствует. Упоминалось, что закон вам предоставляет переходный период примерно в полгода. Что все это означает на практике, опять же? Ну, на практике буквально, да, сегодня-завтра действительно ничего не произойдет и не планируется. Вот. Я думаю, что в какой-то момент мы все-таки тогда собираем, возможно, некое такое священническое совещание, подумаем, но опять, если эти вопросы, основной вопрос все-таки свобода, вероисповедание, и тогда спрашиваем все-таки у людей, какая их позиция. Если эта позиция остается такой, что вот мы в своей церкви, живя в Эстонии, живя согласно эстонским законам, не имея никакого влияния, то есть вот опять в истолковании Госсудом этого нового закона именно как раз говорилось, что это не абстрактная какая-то опасность должна быть, это должна быть конкретные действия, конкретные такие влияние или там угроза, которая мы всячески против, чтобы нашу церковь кто-то, третья страна, использовал против Эстонии. И если такой факт где-то мы сами узнаем, мы будем всячески делать все от нас зависящее, чтобы таких вещей не было. Вот, и поэтому я говорю, что мы видим себя частью эстонского общества и той силой, которая могла бы тоже объединить какие-то здесь разные такие группы в наших приходах. Молятся же и эстонцы, и русские, и украинские беженцы. И в этом плане даже немножко скорбно и даже удивительно и скорбно, что почему бы не воспользоваться вот той нашей готовностью, а почему искать здесь вот некого такого разделения, которое вносится. И сейчас очень многие все-таки люди чувствуют, мягко говоря, может такой дискомфорт, а может быть и более такое резкое слово могло бы быть здесь присутствовать, поскольку вот в этом своем собственном самосознании человек чувствует, что он как чем-то уже кому-то не угоден. И вот, находясь в Эстонии, не имея никаких желаний действовать против своей страны. То есть такая вот проблема на самом деле присутствует среди многих прихожан. Спасибо вам за этот комментарий, за то, что вы нашли возможность прийти к нам в прямой эфир. Спасибо за мне вопрос. остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был викарий Таллинской епархии Эстонской православной христианской церкви и епископ Даниил. Благодарю за внимание.